Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие стрельцы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 5 по 11 сентября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. И также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз, не воспринимайте все буквально. Помните, что ваша судьба только в ваших руках. Итак, дорогие стрельцы, смотрим события недели для вас. Также не забывайте ставить лайки для обмена энергиями, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Итак, стрельцы, ну что, ребята, давайте-ка будем смотреть, какими могут быть события с 5 по 11 сентября для вас. Есть какая-то тайна, либо ситуация, есть ситуация, когда что-то закрыто. Либо вот нет в какой-то ситуации движения. Есть какая-то сложность, нет ситуации движения. Или что-то скрытое, есть какая-то тайна у вас. Давайте-ка отметим, чтобы я потом не забыла. Есть трата денег с начала недели. Может, вы втайне будете тратить деньги. Либо от вас кто-то втайне тратит. Тоже как вариант. Есть и получение денег. Смотрите, как интересно. И трата денег, и получение денег. Есть у нас ситуация слезок. Это могут быть либо слезы радости, либо наоборот чему-то можете огорчиться. Может радости, смотрите. Может и огорчение. Где-то потратили и тут же получили. Либо, знаете, кто-то украл и вам их вернули. Тоже как вариант. То есть будьте осторожны в плане денег. Так, есть помощь высокопоставленного человека. Может быть, он вам деньгами, кстати, поможет. Влиятельного какого-то человека, высокопоставленный или чиновник какой-то, либо госслужащий. Это может быть любой мужчина, отец, дедушка, там муж. В общем, любой мужчина это можно. Вот это в основном мужчина. Так, кольчик. Так, есть у нас подарок. Может быть, подарок от мужчины. Может, это слезы радости. Слушайте, подарок от мужчины. Так, и смотрим, что у нас еще совпадает. Так, смотрим вертикаль. Ага, вот есть у нас, смотрите, у нас трата денег идет на какая-то болезнь, может быть, но болезнь временная. Это либо вот что-то с давлением связано, либо мигрени, голова болит, ОРЗ, то есть температура поднялась. Вот такая ситуация может быть. Так. Здесь нету. Так, давайте-ка теперь смотрим горизонтальки. Так, есть у нас разрешение такой. Смотрите, разрешится какое-то дело. Есть ситуация разрешения какого-то дела. Так,
слезки. Так, ну вроде как все. Давайте-ка подытожим. Смотрите, есть у нас в начале недели трата денег, скорее всего, на какую-то болезнь, но болезнь временного характера, то есть может быть связана голова, болит голова, давление, что-то связано с головой, может быть ухо, может быть глаза, ну вот что-то связано с головой, либо ситуация, когда ОРЗ, допустим, да, то есть на это может быть трата денег. Есть еще ситуация какой-то тайны у вас, либо это тайная втихаря, либо из заначки деньги взяли, либо какая-то ситуация как закрыта, либо ну вот закрыты, да, допустим, заболели и сидим дома под замком, то есть такая ситуация. То есть на работу никто никуда не идет. Тоже может быть такая ситуация. Ситуация тайны. Либо вот тайной прибыли, кстати. Вот в тайне вы никому не рассказываете. Получили разрешение какого-то вопроса, получили деньги и ну, держите это в тайне. Тоже как вариант. И, кстати, могут быть слезки к концу недели. Ну, скорее всего, слезы радости, потому что мы получаем подарок от какого-то влиятельного человека. Вот такая для вас картина, дорогие мои стрельцы. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.